Комиссии по конституционной реформе. Сегодня раздали материал, проект конституционного закона Республики Абхазия по поправкам к Конституции. Конечно, это колоссальный труд, чтобы выработать даже редакцию одной поправки. Это уходило много времени, дискуссий, обсуждений. Конечно, мы со своей стороны детально знакомимся с этими поправками, которые вы представили. Это концепция предстоящей конституционной реформы. И сегодня не вижу смысла, то есть не целесообразно считаю детально каждый пункт, каждую статью обсуждать. Но просто хотел бы коллег обратить внимание, особенно Тимур Худович, вас, что вне зависимости от того, кто президент и какая фамилия президента, то есть лично я, и мы не рассматриваем конституционные поправки через призму, кто где работает и кто является президентом. Первое. Второе, что одно из самых больших заблуждений, как в конституционном праве, в политологии, является то, что в парламентской республике власть принадлежит парламенту. По этим поправкам предлагается от сегодняшней президентской формы правления перейти к парламентско-президентской. По сути, вся власть, а именно власть это исполнительно-распорядительная, принадлежит правительству, то есть лидеру политической партии, либо лидеру политической силы, которая будет обладать большинством мест в парламенте по этой модели. Взаимоотношения между парламентом и правительством будет строиться немного по иной модели, на мой взгляд. Это будет взаимоотношения как между генеральным штабом и солдатами. Просто генеральным штабом будет правительство, а депутаты будут солдаты, которые будут реализовывать его политическую волю. Если мы посмотрим на те страны, где парламентская форма управления или даже парламентско-президентская, то мы все знаем, кто является премьер-министром, но мы не знаем, кто там вообще, кто является спикером. Потому что вся власть в руках исполнительной власти. Это, если даже президент ограничен там, 2 сроками, то есть сроки могут быть разной продолжительности, но там, где парламентская форма правления либо смешана, глава исполнительной власти, премьер-министр, он не будет ограничен какими-то сроками. Пока его политическая сила может под разными предлогами выигрывать выборы, власть и будет сосредоточена в этих руках. Соседняя страна, яркий тому пример. Мечта. Да, и не всегда изменение формы правления, переход к парламентским началам является средством от политических кризисов. К тому же наглядный пример Украина, когда в президентской форме перешли к парламентско-президентской, и эти кризисы нескончаемы были. Но сегодня это относится к тому, что мое выступление к парламентской республике, к парламентско-президентской республике. Этот проект, который сегодня раздали на презентации, я имел только возможность в течение получаса с ним ознакомиться. Конечно, мы же его детально изучим и примем участие в его уже в детальном обсуждении, когда к этой стадии перейдем. Так, всех членов комиссии хотел бы поблагодарить.